Представьте себе, дамы и господа, что вы живете в культуре, которая смотрит на Иисуса и говорит «нет, спасибо», а потом смотрит на какого-то совершенно другого и говорит «да и аминь» человеку по имени Мухаммед. Видите ли, в моей культуре, где я рос, вы можете проклинать Бога, вы можете проклинать что угодно, но вы не можете проклинать пророка. Но это совсем другая история. Это правда. На самом деле это происходит на индивидуальном уровне. Какой была моя жизнь в то время? Мне было 5 лет, когда моя мать оставила своих 9 детей, а 2 месяца спустя мой отец привел домой другую женщину, женился на ней и сказал: «Это твоя мама». И вот, спустя 2 месяца после того, как мне исполнилось 5 лет, мне пришлось любить и поклоняться незнакомой женщине. И вдобавок ко всему, ситуация была не из приятных. Я начал цепляться за мысль о том, что в сердце моего отца живет исламское возрождение. Мне это казалось хорошим, потому что я не ожидал, что столкнусь с чем-то другим. Я подумал, я буду читать Священное Писание, читать Коран, ходить в мечеть, заучивать наизусть свои стихи и буду хорошим мусульманином. И так я начал составлять свой список. Многие из нас знакомы с мечетью Аль-Акса в Иерусалиме. Я много раз молился в этой мечети. Но что делать, если ваши молитвы кажутся сухими? Мне было 12 лет, 13 лет, 14 лет. И я переживал то, что называется религиозным кризисом. И я не мог говорить об этом. Я не мог задавать вопросы. Так я начал осознавать этот кризис. В те времена я лежал на кровати и думал, не стать ли мне атеистом? Понимаете, для мусульманина обращение в христианство не происходит моментально. Для меня это был 3-летний процесс. 3 года. И вот однажды к нам в квартиру пришла счастливая на вид бледная женщина с пышной прической. Она искала жилье, которое можно было бы арендовать. И мой отец, будучи бизнесменом и добропорядочным жителем Ближнего Востока, сказал: «Давайте мне ваши деньги и пожалуйста». Эти люди пришли, и теперь они жили у нас на 2-м этаже. И я начал дружить с ними, потому что трудно быть злым по отношению к людям, которые хорошо к тебе относятся, верно? И именно это привело меня в царство. Это была не книга, не Библия, не проповедь, ничего такого. Это была простая, чистая, неоскверненная, безусловная любовь. И в тот момент я подумал: знаешь что, я все время придумываю оправдание. Но в этот день, Господь, кем бы ты ни был, я готов к тому, чтобы ты меня взял к себе. И я молюсь, чтобы ты был Богом Корана, который спасет меня. Потому что если это не так, если Иисус тот, кто восседает на этом троне, то я вот-вот найду его. Я встал с молитвенного коврика и вернулся и сел на скамью. И на этот раз я впервые на своей памяти увидел, как на самом деле празднуют христианский духовный праздник. Это было нечто такое, чего я никогда раньше не испытывал. Внезапно Бог, который был таким неземным, мифическим и кем-то на небесах, теперь предстал передо мной, стоя там и шепча моей душе: «Эй, ты не одинок, и я люблю тебя».